дорогие братья и сестры! 28 июня – день памяти блаженного Августина. Это святой IV века, святитель. Очень интересна его жизнь. Аврелий Августин родился от матери христианки и отца язычника. Он получил хорошее образование. Но что интересно, то что он всю жизнь метался. Он всю жизнь был в поисках Бога. И когда читаешь житие блаженного Августина или его знаменитейшую книгу «Исповедь», на ум приходит множество мыслей. То, что и в нас, может, мы и не признаемся себе, но часто присутствуют те же мысли, о чем он откровенно писал. Он был и в ереси, он был и в язычестве, но в конечном итоге пришел к истине и вере, к пониманию того, кто такой Христос, что Он сделал для людей. И важно сказать, что во многом благодаря блаженному Августину сформировалось богословие Западной Церкви. Но есть удивительные откровения вот как раз в этой книге «Исповедь». Он вроде как умом понял, где есть истина, и что христианство – это есть та религия, которая действительно приводит человека к Богу и дает надежду на вечную жизнь вместе с Богом. Но одновременно он и не мог свою жизнь подчинить этому мировоззрению. И как часто это и у нас бывает в жизни. Вроде как мы умом что-либо понимаем, но не хотим меняться. И это очень честно с его стороны было. Неправильно, но честно. Ведь часто люди ищут какие-то отговорки, почему не начинать жить христианской жизнью, не начинать жить духовной жизнью. И отговорки эти следующие. То люди в церкви не те, то порой даже можно слышать, что церковь это есть бизнес, то Бог у меня в душе и многие-многие другие отговорки. Но блаженный Августин, он признался себе, что я не хочу меняться из-за своих внутренних страстей. И именно это и есть главное препятствие. И на каком-то этапе своей жизни он все-таки решился. И как важна вот эта решимость и нам. Помнится, как он признался себе уже в преклонном возрасте, когда он просил Бога, чтобы тот даровал ему целомудрие. Но блаженный Августин говорил: да, я у Бога просил целомудрия, но всегда в уме, поспудно, даже не признавая себе, говорил: ну не сейчас, не сейчас. Так пусть же в этот день мы и задумаемся, и появится наша какая-то решимость для изменения нашей жизни и нашего мировоззрения. И пусть молитвами блаженного Августина Господь склонит свою милость, чтобы нам идти единственно правильной дорогой, дорогой спасения.